Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, пожалуйста, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за вашу подписку, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Мои дорогие, хочу вам сообщить, что запись на личные гадания до 7 августа закрыта. То есть, если вы хотите личное гадание, обращайтесь мне на WhatsApp только лишь после 7 августа. И теперь я также немножечко поменяю формат общения с вами. Вы, если будете запрашивать у меня личное гадание, сразу пишите мне ваше полное имя и дату вашего рождения. У меня просто недавно произошел такой случай, очень неприятный, когда, в общем, молодая совершенно девушка ко мне обратилась, и очень печальную картину ее будущего я увидела. Меня очень сильно тронула эта ситуация. Честно, я несколько дней просто ходила под огромным впечатлением, чувствовала себя разбитой и больной, и беспомощной. Вот. Честно, я больше не справлюсь с такими ситуациями, я не хочу с ними справляться. Поэтому, если я вам откажу в гадании, вы уж поймите меня правильно. Я тоже человек, и да, я работаю с эзотерикой, но, возможно, я старею, возможно, я становлюсь сентиментальной, но некоторые вещи для меня стали очень сложными. Поэтому, пожалуйста, надеюсь на ваше понимание. Итак, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Чем судьба порадует, чем удивит и что вам по судьбе. Если вам это интересно, посмотрите на песочек. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Чем меня судьба порадует, чем удивит, что мне по судьбе, и назначьте свой срок. Только не загадывайте слишком близкий срок. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, чем вас таким судьба удивит и чем она вас порадует. Так. Здесь будет результат дела, которое очень долго вот как будто бы росло из-под земли, пробивалось через, я не знаю, там как росточек сквозь асфальт пробивалось, ломало камни и пыталась набраться сил. И все время казалось, что вот-вот должно прийти решение, а оно не приходило. Вот-вот должно прийти разрешение по этой ситуации. Ничего не происходило. То есть ситуация какая-то несколько месяцев, либо даже несколько лет у кого-то. Наконец-таки будет решение, причем очень плодотворное и очень полезное для вас. То есть вас вот в этом случае реально судьба не только очень порадует, но и удивит. И благодаря этой ситуации вы можете даже поверить и в чудо, и в то, что вам везет, что вы фартовая, либо фартовый, и что вам улыбнулась действительно госпожа Фортуна. Это вот прекрасное событие, которое вот прям сразу бросается в глаза, не хочу его игнорировать. Здесь, кстати, идет очень хорошее предложение. Предложение от совершенно незнакомого человека. Либо человека мало знакомого. Да? Такой объявится человек и скажет: ой, а вы такой хороший, например, сотрудник, либо вы такой прекрасный профессионал в своем виде деятельности. Мне очень нужен такой сотрудник. Пожалуйста, не могли бы вы поработать на меня, да, на мою компанию, либо со мной поработать. И я вам за это предлагаю вот такую-то, например, сумму денег и такие условия. Условия будут просто царские, и деньги будут очень высокие. И вы, конечно же, согласитесь. Прекрасное предложение от хорошего человека, с которым действительно будет очень продуктивное сотрудничество. Но единственное, что меня смущает, что, возможно, это будет немножечко попозже того срока, который вы, например, себе загадали. То есть у меня это идет как будто бы конец года, либо начало Нового года. То есть какой-то стык, перелом по времени происходит. Ну да, тут конец, начало запросто может быть. Так что вот понимаете, что вам очень сильно повезет именно и в делах,
и в рабочих каких-то вопросах, поиске себя и реализации себя. Дальше я вижу у многих какой-то вот прям мощный период жизни, когда вы почувствуете, что вам все по плечу, и вы все можете, все умеете. У вас голова такая, знаете, вот прям как дом советом, да, говорят, не потому что там, например, очень много дел, и у вас прям все там кружится перед глазами, вы как белочка в колесе, а наоборот, вы почувствуете прилив энергии, сил, возможностей. Вы почувствуете, что вы все знаете, что вы все понимаете, что для вас не существует закрытых дверей, и что вы можете идти просто сквозь стены. Да? Вижу цель, не вижу препятствий. Вот так вы себя почувствуете. Вы знаете, вы как вот просто, не знаю, как Геракл, да, сможете там все свои проблемы, все свои неурядицы в жизни просто порвать на мелкие кусочки. Я вижу, что здесь человек избавляется, я вот не могу только понять. С одной стороны, это явно химера. Химера может означать как негатив, порчи, сглазы, проклятия. Ну вот все такое негативное, подселенец, да, подселенец, который вами играет. И также может означать лживого человека, понимаете, вот с одной стороны вы избавляетесь от этой химеры, либо от лживого человека, и тем самым для себя вы открываете новый путь и новые возможности. А у других я вижу, тут попытка, знаете, вот по карме рассчитаться, по кармическим долгам, и знаете, и то, и другое у вас очень успешно и удачно пойдет. Может быть, вам помогают те эзотерические знания, которые вы получаете, например, просматривая каналы с эзотерикой. Может быть, вы и сами эзотерик, который себя там очень мощно почистит, избавится от тех хвостиков, поотрезает все ненужное. Может быть, вы обратитесь к человеку, который даст вам какой-то действительно очень важный, полезный совет, который поможет вам обнулиться в каких-то вещах, да, вот, и запустить программу восстановления и обновления вашей жизни, вашей судьбы. То есть я вижу тут перемены очень качественные, мне очень это нравится. С другой стороны, мне очень нравится, что вы очень довольны, вы это понимаете, вы это ощущаете, вы этим живете. То есть у многих будет выход из трансформационных процессов, то есть да, это уже как последний этап, подготовительный к переходу на новый качественный уровень в жизни. Здесь также идет человек, который меняет форму. Вот он откуда-то вот едет, понимаете, он откуда-то он на лодочке к вам едет, плывет. Возможно, любимый ваш вернется после длительного отсутствия. Возможно, вы наконец-таки встретитесь с тем, с кем вы долго общались в интернете. Возможно, человек, например, закончил там свой контракт, вахту, да, и он возвращается к вам. То есть в любом случае это человек долгожданный. Вы его долго ждали, вы долго о нем думали, и вот он на лодочке, вот она лодочка, и вот он к вам плывет и заплывает в вашу жизнь. Здесь есть рождение детей, факт рождения детей. Знаете, какой? То есть даже тут не рождение, скорее там зачатие, да, у кого-то будет рождение, новость о рождении, да, зачатие либо у вас, либо у близких, а новость от кого-то приходит. И то, и другое вас очень сильно радует. Прям такое настроение, очень активная, открытая радость, ощущение тепла, ощущение наполненности. Знаете, еще момент того, что вы узнаете какой-то секрет, который позволит вам с каким-то человеком помириться, примириться, принять этого человека. Знаете, тут было либо разногласие, либо какой-то надрыв, либо что-то вот где-то кто-то там схимичил, схитрил, чего-то где-то не досказал, стрелки перевел, да, и вы долго с кем-то, может быть, были в контрах, да, в плохих отношениях. И тут вам откроется, что на самом-то деле было так и так и так, да, и человек, например, ни в чем не виноват, ничего плохого не хотел, а из-за какого-то подлеца, например, да, у которого нет стыда. Вот такая ситуация с вами произошла. То есть здесь идет примирение. Два человека примиряются. Также я вижу здесь улучшение по здоровью у кого-то, кто вот в таком положении, да, лежал. Человек лежал, и человек уже, можно сказать, так прощался с жизнью, пытался, ну, вот как, скажем, не привлекать к себе особо внимания, чтобы там не жалели и прочее, прочее. То есть, ну, человек реально готовился умереть, да, и вот этому человеку станет лучше. Мало того, что станет лучше, он еще куда-то в путешествие отправится, куда-то поедет. И знаете, у вас тут два башмака, с одной стороны вот и с другой стороны. И эти башмаки, они смотрят в противоположные стороны. Здесь
две абсолютно разные поездки, но с каким-то одинаковым результатом. То есть одна поездка у вас будет с тем, что вы что-то приобретаете для вас нужное, полезное и важное. Может быть, вы за городом домик приобретете себе, да, либо где-нибудь там на побережье. Вторая поездка, поездка, которую вы делаете с любимым человеком, и благодаря этой поездке у вас, но у вас, во-первых, отношения очень такие становятся очень открытые, теплые и нежные. И, во-вторых, вы прям соединяетесь в единое целое. Возможно, вы где-то в медовый месяц поедете, да, с любимым человеком. То есть хорошие знаки, которые говорят о том, что все будет замечательно. Поездки две очень большие, крутые, и они очень классные именно для вас, для вашего будущего и для ваших ощущений. Еще я вижу, кто-то вам что-то будет возвращать. Человек будет вам что-то возвращать. Если вам будут возвращать деньги, ну тут больше, конечно, похоже на какой-то предмет, но мало ли вдруг деньги вам вернут, то вы постарайтесь из этих денег вот самую первую, да, там, купюру отдать, ну, бедному, да, либо кому-то вот пожертвовать. Потому что этот человек, он, ну, в общем, он считает, что вы, например, там, слишком много всего имеете, да, то есть как бы тупо завидуют вам. Поэтому лучше вот первая деньга, которая будет лежать там, например, да, дают вам там несколько купюр, самую первую, вам лучше кому-то отдать, либо разменять ее. Но лучше, конечно, если вы отдадите. А так вы все себе можете принять. А если вещь вам какую-то отдает, то вы ее либо соленой водичкой, либо святой водичкой побрызгаете, потому что, ну, там явно на эту вещь он очень много нанегативил, либо она. Еще я вижу, что из вашей жизни пропадет какой-то человек, человек просто исчезнет. Исчезнет, причем по какому-то там, я не знаю, это будет как страшный сон какой-то, да, вроде сегодня мы общались, и человек был, а завтра раз, и у человека там, не знаю, билет на самолет куда-нибудь на другой конец страны, да, вот что-то произойдет. Этот человек, он что-то сделал плохое по отношению к вам. И эта ситуация уже не свежая, это было давно. И вы до сих пор не знаете. Этого человека из вашей жизни выгоняют, чтобы больше вам не мешал, потому что у него какие-то планы на вас грандиозные были, чтобы еще что-то гадкое сделать. Вы узнаете о поступке этого человека через 2 месяца, либо 2 недели, либо 2 месяца. Двоечка вышла. И вас это очень сильно, ну, и огорчит, и расстроит, но с другой стороны вы скажете, слава богу, что этого человека нет рядом. А то бы я поколотила бы этого человека, да. То есть такой момент будет. Еще здесь у вас вышел верблюд. Верблюд очень хороший знак того, что вы будете запасаться. Не в плане того, что я там буду все скупать подряд на случай войны, да, либо там повторной там, пандемии, закрытия всего. Нет, это знак того, что у вас будет достаточно ресурсов для того, чтобы позаботиться о своем будущем. Запасаться же можно не только едой, да, но и деньгами. То есть вы будете делать запасы на свое будущее и на будущую жизнь. А еще мне очень нравится вот эта звезда. Здесь звезда прям Давида у вас вышла. Эта звезда обещает вам исполнение какого-то вашего желания, и какого-то вот чуда может произойти. Да? Желание может исполниться, либо чудо произойти. Мои милые, очень хорошая отсыпка, не хочу ее больше тут ковырять, чтобы не испортить впечатление. Мне очень все нравится, пусть так и будет. По вот этой звезде пусть поскорее ваше желание, либо чудо поскорее исполнится в вашей жизни, произойдет. И пусть вас, конечно же, порадует. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.